Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева, и в начале главные темы выпуска. Постигая азы исламских знаний. В школе Таджвида Аль-Бустан дети проявляют свой потенциал и обретают новые знания. Одно из красивейших мест для отдыха и туризма. Конечно же, главным магнитом для большинства посетителей этого места являются захватывающие спуски на ватрушках. Сюда приезжают целыми семьями, чтобы подарить себе и близким незабываемые воспоминания. Пиной Тревел – место для тех, кто желает побывать в сказочном уголке Кавказа. Комедия абсурда, которая воссоздает настоящую итальянскую атмосферу. Все это Италия, страна, где каждый миг наполнен эмоциями. Именно в эту атмосферу погрузились зрители спектакля «Кувшин по-итальянски». На сцене театра имени Хампаши Нурадилова прошел очередной показ спектакля «Кувшин по-итальянски». Рамзан Кадыров поздравил всех жителей Крыма, а также главу Сергея Аксенова с Днем Республики. Об этом руководитель Чеченской Республики сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, этот день ознаменовался новой яркой страницей в истории Симферополя и всего Крыма после их возвращения в состав нашей единой Родины России. Решительный выбор жителей полуострова вернуться к своим корням привел к значительным позитивным изменениям, обеспечив им защиту прав, процветания и благополучия на родной земле. Обучение основам ислама и совершению намаза с самых юных лет. Такую задачу поставила перед собой медресе Аль-Бустан. Здесь для юных мутаалимов созданы не только все условия для получения знаний, но и также для активного отдыха. Медина Мударова побывала в гостях у самых маленьких, но уже постигающих знания членов нашего общества. Здесь дети с малых лет постигают азы исламских знаний. Медресе Аль-Бустан открылась месяц назад и уже принимает в своих стенах желающих получить религиозные знания. Несмотря на то, что не закончен еще полный месяц обучения, у нас уже большие результаты. И главная цель этого медресе – достойное воспитание детей. В нашем медресе дети будут обучаться именам Аллаха, их смыслу, переводу, омовению, правильному совершению намаза, многим дуа, азкарам и так далее. В учении священного писания много тонкостей, для разъяснения которых нужно подробное толкование учителя. Занятия проходят в тихой и спокойной обстановке. Преподаватели следят за тем, чтобы каждый ребенок понимал все, начиная с букв арабского алфавита. Дети обучаются в 2 смены – с 9 до часу и с 2 до 6 часов, 3 дня в неделю. Учебные классы оборудованы с учетом возраста малышей. Есть наглядные пособия, а материал преподносят в игровой форме. إيجور حلقي президент نخش республик президент أحمد حشكدي ودلغاز قبل دلسون سون بحمدور سوح أربيق إنيق بحمدور وين يمشوا يطغن إنيق دقيق شوي بتشع رمزان وين يقع غزلان مزمارخ بسم ديل ويزر إيمان إسلام أقيد عمش متجيرة وش خيش وينت أق يحك أم خير وين سين تام خير بو يوش بق مخلوات يحيي إشت إيمان إسلام يعقلا. В этом месте бережно хранятся традиции и духовные ценности. Дети учатся нравственности, милосердию и уважению к старшим. Медина Мударова, Хусейн Мурдаханов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Региональный благотворительный фонд имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Денежную помощь получили 33 семьи. В каждой из них присутствуют тяжелобольные дети и взрослые. Фонд выделил средства на транспортировку и сопутствующие расходы, что позволит пациентам пройти лечение в специализированных клиниках страны. Передача конвертов состоялась в стенах здания организации.
Мне бы хотелось выразить огромную благодарность президенту фонда Аймани Нисин за постоянную заботу, внимание и финансовую поддержку, которую она оказывает тяжелобольным именно в тяжелые дни для них. С января 2025 года социальный фонд проиндексирует страховые пенсии на 7,3%. Для каждого пенсионера индексация индивидуальная и зависит от размера получаемой пенсии. Особенностью повышения страховой пенсии в 2025 году станет то, что его также получат работающие пенсионеры. Каков порядок возобновленных услуг, расскажет Валентина Гусевская. С января этого года Социальный фонд России возобновил индексацию страховой пенсии работающим пенсионерам наравне с нетрудящимися. Еще с 2016 года индексация начислялась, но не выплачивалась, чтобы сократить дефицит фонда. Но сегодня ситуация изменилась. Согласно с принятыми изменениями проиндексированы все виды страховых пенсий. Страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности и страховая пенсия по случаю потери кормильца. Коэффициент индексации составил 7,3%. Страховая пенсия предназначена тем, кто имеет стаж работы. По старости она назначается мужчинам в 65 лет, женщинам в 60. По инвалидности пенсия устанавливается независимо от продолжительности страхового стажа. С 1 января 2025 года проиндексирована та сумма, которую пенсионер получал бы на 31 декабря 2024 года. Начисление индексации за пропущенные годы будет осуществляться, как и сейчас, после завершения трудовой деятельности. Гражданам не нужно обращаться в социальный фонд с заявлением. Индексация проведена автоматически. После увольнения для расчета выплат будет учтена доплата за все годы работы. Чтобы узнать размер своей пенсии на данный момент, можно обратиться к специалистам клиентской службы. Достаточно прийти в отдел по своему месту жительства. Изменениям в законодательстве сегодня рады как взрослые, так и поколение помоложе, которое заинтересовано в стабильной пенсии. Очень хорошо скажется. Я могу работать, и пенсия будет продолжаться. Это для всех хорошо. Всего же январская индексация затронула более 38 миллионов пенсионеров по всей России. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном начата реконструкция моста через реку Сунжа, расположенного по улице Ленинградская. Данное сооружение связывает внутригородской поселок имени Шаиб-Мулы с центральной частью столицы региона. Длина моста 70 метров. Дорожный объект был признан аварийным, сейчас на нем уже стартовали работы. Строительство новой переправы будет проведено в соответствии со всеми современными требованиями к безопасности и надежности, а также с учетом развития города. Новый мост будет выполнен полностью из железобетонных конструкций на свайных основаниях. В связи с этим в данном направлении вводится временное ограничение движения автотранспорта. Самыми оптимальными маршрутами для проезда в сторону центра города являются улицы Боевая, Сайханова и Хабаровская. В связи со снежными осадками в горных районах республики повсеместно идут снегоуборочные работы. Чрезвычайных ситуаций не возникало, дорожники на всех направлениях справляются. Турпал Тайсумов продолжит. Обильные снегопады внезапно застали жителей высокогорья Чеченской Республики. Осадки в паре с метелью засыпали дворы и проезжие части во всех направлениях. Однако ликвидация проблемы пошла незамедлительно. Уборочная техника начала расчистку прямо ночью, и все продолжилось на следующий день. Как оказалось, выпад снега оказался весьма внушительным. При этом в столице региона ничего подобного не наблюдалось, разве что непродолжительные дожди. Это объясняется просто из-за разницы высот. Наша съемочная группа держала путь в сторону озера Кизиной-Ам. Туда даже в непогоду направляются много местных гостей и туристов. Однако еще до приезда удивляет обилие снега. Здесь он образуется не только из-за осадков, но и маленьких лавин, которые не угрожают жизни, но создают проблему разъезда. На некоторых участках образовались вот такие снежные сугробы высотой больше, чем человеческий рост. Результат схода. Однако снегоуборочная техника прекрасно справляется, и уже проложен путь, чтобы ни одна машина не застряла и двигалась точно по нужному маршруту. А вот так дела обстоят в других муниципалитетах республики. Даже прогулка по тропинкам становится затруднительной, не говоря о проезде на автомобилях. Однако рабочие трудятся день и ночь, чтобы все могли добраться до пункта назначения, не застряв и не попав в беду.
Несмотря на неожиданность природных явлений, коммунальные службы готовы к любой ситуации, будь то дождливое лето или же вот такая насыщенная зима. Турпал Алита Исумов, Шамсуди Джабраилов и Харун Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. Для сотрудников СМИ провели семинар, посвященный искусству фотографии, где в качестве спикеров выступили ведущие специалисты этой отрасли. Он позволит фотографам и операторам новостных редакций углубить свои знания о современных тенденциях фото- и видеосъемки. Подробнее об инновационных технологиях Линда Джабраилова. В стенах Чеченской государственной телерадиокомпании прошел семинар, посвященный искусству фотографии, видеосъемки и их роли в телевидении. Мероприятие собрало профессионалов из различных СМИ региона, а также и студентов. Есть у нас уже действующие фотографы, видеографы. У них тоже есть вопросы для того, чтобы разобрать некоторые темы, которых необходимы им в их работе. Программа пока еще вводная для того, чтобы они понимали, как работает фотография и как работает видео. С самого начала ведущие специалисты делятся своими знаниями и опытом. Каждый из них проводит отдельные мастер-классы, в ходе которых подробно рассказывают о современных тенденциях фото- и видеосъемки, а также об инновационных технологиях, которые могут значительно улучшить качество визуальной съемки. Меня интересует фотографии, съемка видео, поэтому я решила сюда прийти и узнала очень много нового. Узнала о золотом сечении, о различных правилах, как правильно сделать фотографию. Это было действительно для меня очень полезно, и я думаю, это было полезно для всех, кто здесь присутствовал. Участники активно включились в процесс, задавали вопросы, делились своими наблюдениями и получали практические советы. Мастера демонстрировали различные техники съемки, объясняли нюансы работы с освещением композиции, а также показывали, как правильно использовать оборудование для достижения наилучших результатов. Семинар стал не просто обучающим мероприятием, но и праздником искусства, который вдохновит участников на новые творческие свершения и поможет им стать более уверенными в своей профессии. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Одно из красивейших мест Чеченской Республики – база отдыха Биной Тревел, расположенная в живописном ущелье на берегу горной реки. Гостям предлагается проживание в уютных деревянных домиках, оснащенных всем необходимым для комфортного отдыха. Это сказочный уголок чеченского высокогорья. Чистый воздух, обилие родников, альпийские луга и лесистые горы – все это создает впечатление рая на земле. Медина Мударова о красоте края. Посетить это прекрасное место можно хотя бы из-за его расположения. База отдыха построена среди лесных массивов и живописном ущелье на берегу горной реки Ясин. Биной Тревел является излюбленным местом отдыха у жителей и гостей республики. Здесь же находится любимая зона посетителя в зимнее время. Конечно же, главным магнитом для большинства посетителей этого места являются захватывающие спуски на ватрушках. Сюда приезжают целыми семьями, чтобы подарить себе и близким незабываемые воспоминания. Протяженность самого спуска составляет 270 метров. У каждого, кто посещал эти места, остается желание вернуться сюда вновь. Это отмечают и гости соседних республик. Нам очень понравилось. Красивое место, красивые склоны. И хорошо разгоняемся. Адреналин поднимается. Вся территория базы занимает 26 гектаров. Есть летние пруды для купания, смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на протекающую реку. В планах строительства множество объектов. С весны начнем строить. Вот рядом с нами амфитеатр. Почти основание сделано. Есть у нас еще в проекте мечеть. Биной Тревел открылся в 2021 году, рассчитан на отдых до 200 человек. Для комфортного отдыха здесь предусмотрены живописные домики. В настоящее время их насчитывается 13, а в скором времени к ним добавится еще 4. Они рассчитаны на размещение от 2 до 6 человек, и каждый из них оборудован всем необходимым для полноценного отдыха. В уютных домиках есть индивидуальные системы отопления и кондиционеры. На первом этаже небольшая гостиная, встроенные душевые, кухня со всем необходимым оборудованием, с мебелью и посудой. На территории курорта также есть ресторан, где можно отведать национальную кухню, а также мангал и зона барбекю для самостоятельного приготовления блюд. Множество людей сюда приезжают из-за снежной трассы, на которой можно прокатиться как на лыжах, так и на сноубордах. Ресторан.
Я амятегю, вамаз да мосо ава букуда. Каш даскаш хака штука. Снежные горы, река, свежий воздух и потрясающая уютная атмосфера самого отеля никого не может оставить равнодушным. Сказочный Биной готов встретить в своих горах всех неравнодушных. Медина Мутарова, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Работы члена Союза художников России Исмаила Денильханова представила Государственная галерея имени Ахмад Хаджи Кадырова. Коллекция картин «Легенды мира» посвящена молчаливым героям разных народов и этносов мира. Экспозиция включает в себя около 50 картин, выполненных в стиле абстракционизма. Автор визуализирует происходящие события и их героев сквозь призму собственного восприятия мира в попытке подчеркнуть, что истинный герой не всегда находится на виду. Главной мотивацией художника было создание актуальных рисунков, которые подчеркнули бы национальный характер героев с одной стороны и индивидуальность каждого с другой. Работы, которые вы здесь видите, это труд, который длился в течение 3 лет. То есть в течение 3 лет автор работал над этой коллекцией. И сама коллекция, она как раз-таки является дебютной. И я думаю, что в дальнейшем автор найдет какие-то и другие направления, другие сюжетные линии, и будет радовать и нас, и посетителей других культурных учреждений, не только своими замечательными выставками. Спектакль «Кувшин по-итальянски» – это искрометная комедия по мотивам рассказа итальянского писателя Луиджи Пиранделло в интерпретации актера чеченского театра Али Алиева. Вы увидите постановку в жанре абсурда. Это яркий пример того, что жадность является одним из великих грехов и в конце концов всегда приводит к плохим последствиям. Валентина Гусевская подробнее. Этому меня научили наши взрослые актеры. Какой бы сложный грим ни был, его делали они сами. Джамиля Шахбазова готовится к своему очередному выходу на сцену. Грим делает себе сама, это ее правило. Помогает с этим и коллегам. В театре народная артистка играет уже 30 лет, 8 из которых преподает актерское искусство юным дарованием. Я считаю, что театральное искусство нужно ходить в театр. Нужно любить театр. Почему? Потому что мы сейчас все, и я в том числе, конечно, мы сидим в гаджетах, мы в интернете. Но когда человек приходит в театр, я это замечаю по детям, которые... Я еще студию веду актерского мастерства. И вот я замечаю по ним, чем чаще они приходят в театр, тем больше они хотят заниматься. В Чеченском государственном драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова перед спектаклем все действия расписаны поминутно. Декорации выставлены, свет настроен, актеры ждут сигнала администратора о начале представления. Теплый морской бриз, палящее солнце и бескрайние поля виноградников. Все это Италия, страна, где каждый миг наполнен эмоциями. Именно в эту атмосферу погрузились зрители спектакля «Кувшин по-итальянски». Комедия поставлена на основе рассказа итальянского писателя Луиджи Пиранделло. Вита, владелец только что купленного глиняного кувшина для вина, хвастается жене о том, что сумел перехитрить самого скупого продавца в городе и приобрел кувшин почти даром. Человек должен заниматься тем, что он умеет делать, что он любит делать, что себя нужно посвящать такому делу, которое может принести и ему пользу, и окружающим его людям. Вот, в этом отношении спектакль очень показателен. Я, например, здесь играю роль такого еврейчика, Шломо, который таким обманным путем продает главному герою вот этот кувшин. Однако неуклюжая дочь разбивает кувшин. По совету жены Марго, Вита обращается за помощью к мастеру Альберто. С этого момента на сцене разворачивается комедия абсурда. О, Вита! Одновременно спектакль можно слушать на чеченском и русском языках. Для удобства русскоговорящих жителей есть наушники. В них идет синхронный перевод в режиме реального времени. В этот раз переводил реплики Али Алиев, он же режиссер постановки. Расскажу один мудрый анекдот вам, друзья мои. Эйнштейн утверждал: бесконечность только пространство и время.
для меня совершенно какой-то другой мир, потому что этим занимаются другие очень профессиональные ребята наши. Рамзан Умаев, который сегодня главную роль играл, он и еще несколько другие ребята занимаются этим. И мне кажется, отлично они справились. Смысл абсолютно ничего не потеряли. Комедия бесспорно оставила яркие впечатления у всех зрителей. Мне очень понравился спектакль. Я солидарна. Это чудесная комедия, основанная на итальянской истории. По-моему, интерпретация в этом театре очень хорошая. Очень удобно, что здесь существует синхронный перевод. То есть даже если ты не понимаешь языка, ты можешь оценить творчество чеченского театра. В этом месяце на сцене также покажут спектакли «Легенда о любви» и «Дени Солт». Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.